Здравствуйте! Сегодня «Магия вкуса» расскажет об очень интересной кухне. Это кухня боевых кочевников, которой... Сегодня мы попробуем яство кочевых киргизских воинов. Увидим уникальное блюдо, которое даже невозможно представить. Узнаем, зачем киргизы закапывают в землю отличную баранину. И попытаемся поймать яка, так или иначе. Кыргызстан. Горы с вершинами, покрытыми снегом, словно сливочным мороженым. Шелковые от весенней травы степи. Чистые зеркала озер. И поразительные блюда. Вот что это, по-вашему? Что это? Что? Притом начинка угощения тоже крайне необычная. Да, выяснить, что это такое, можно только у поваров из Кыргызстана. Господа, нельзя мне тоже... Скажите, вот это парадное блюдо, да? Там какие-то лебеди, какие-то странные животные мне чудятся, да? Вы готовите из этих продуктов? Да, мы готовим из этих продуктов. Как такое возможно? Это ведь, вообще говоря, требуха, да? Да. Что у нас здесь есть? Печень, я вижу, да? Печень, курдючное сало, Курдючное сало, жировая сетка, жировая сетка, это сердце, сердце, это кишки. кишки, субпродукты. Да. Просто иные повара и домохозяйки, они субпродукты... Выкидывают. Да. А мы, наоборот, берем субпродукты и готовим вот эти чудеса, там какие-то лебеди. Идея в том, чтобы сделать субпродукты более нарядными. Вот, казалось бы, обычная кишка. Плетем, как бы бещерым называется, вот, 5 пальцев. Натурально, продукт заплетают очень причудливым и сложным образом. Затем шпигуют. Искусство плетения, как макраме. Национальная кухня кыргызов балуется мясными блюдами. Бюджет это своеобразная фаршированная колбаса, готовится из печени, из жира, перец молотый, соль, там рис, морковь. А куда делось мясо? Действительно очень своеобразная колбаса в виде змеи. И все это из продуктов, которыми современная кухня часто пренебрегает. Все используется. Заметим, эти блюда не творчество поваров, а вполне традиционная еда. Готовят ее дома по праздникам. Вместе с непременным бешбармаком. Мясо, мясо и полоски теста. Бешбармак. Я уверен, что бешбармак – это самое калорийное блюдо в мире. Смотрите, можно ли себе представить что-то более сытное? Для Кыргызстана бешбармак – угощение номер один. То есть, если вы приехали в Кыргызстан и не поели бешбармак, значит, вы не приехали в Кыргызстан. Суп жарма. Неплохо. Бараний бульон и пшеница. Ну, конечно, мало что может состязаться с этим. Олово. Мне вот интересно, кому пришел в голову этот рецепт? Кто придумал? Давайте возьмем легкие и нальем туда молоко. Причем случилось это в незапамятные времена. Это действительно вареные бараньи легкие, наполненные смесью молока и топленого масла. Называется олово. Поразительное блюдо. Великие предки придумали. Сейчас это национальное достояние. Раньше олово готовили, когда забивали скот. Для многих эти продукты – отходы, и предки придумали, как из отходов сделать деликатесы. Это высокое мастерство. Змея, по-моему, вовсе не страшная. Олово выполнено в старинном декоративном стиле. Вот когда видишь такую еду, через будничное слово «обед» проступает слово «пир». Пир. При этом само блюдо рассказывает нам о более суровых временах, когда все шло в котел. Уточка, лебедь,
змея, ежик. Ежик очень милый, хотя и заставляет вспомнить, знаете кого? Доктора Франкенштейна. Неизвестно, кто это придумал, но получилось еще вкуснее, чем просто мясо. Чистая правда. Быжи напоминает мясной паштет и превосходный. А какая подача? Прекрасное блюдо. Дает представление не только о том, как люди питались в прежней эпохе, но и о том, как они развлекались. Героический эпос киргизов Манас повествует о великих предках, воинах и богатырях. Эпос не сообщает, чем угощались великие предки, но традиция сохранила рецепты кочевых воителей древности. Мы готовим великое блюдо, древнее блюдо кочевников, вот, на таш-мангале. Каменный мангал. Каменный мангал. Наши предки так и готовили раньше в походах. Самое главное у кочевников это минимальная затрата энергии, максимальный эффект. Вот они раскалывали, получается, камни, вот, и на камнях прям разжигали дрова и жарили прямо на камнях. Здесь представлено у нас мясо баранины, вот, также у нас форелька есть, которая водилась у нас в речках, вот она форелька, приготовим. Ну, огурцы, помидоры. Это уже привозное. Привозное, да, привозное. Лучок, перец, салаты, сельдерей и специи. Специи попадали в Кыргызстан по Великому Шелковому пути, который проходил как раз в этих местах. Это каменная соль, потому что в горах у нас водилась каменная соль. Сейчас будем мариновать, дырочки делаем. Чуть-чуть мы порезали, чтобы она не сгорела. И была жареная такая изнутри с этим жиром. Жизнь кочевая, она требует больших затрат энергии, да? Да, конечно. очень Особенно много. если пленников каких-то ловить по горам. Здесь у нас черный перец, соль, айран. Итак, мы маринуем мясо. Да, маринуем Маринуем мясо. мясо. Кочевой народ в основном любит жирное. Мы любим курдюк любим. У нас все жирное. Рацион был маленький, и мы кушали только мясо, да, мясо, кумыс, вот, кисломолочные продукты, вот. Ну, в некоторых районах хлеб. А бывает так, что иногда меню некоторым образом зависит от того, что вез караван, который мы захватили, да? Да, бывает Да, так. да. Считайте, что мы захватили караван. Любите натурально? Вот, натуральнее не бывает. Даже жарим на камне. Только чистые природные стихии. Камень, огонь, дождь. Идеально. Настоящая магия вкуса Кыргызстана. Как я понимаю, это сигнал, что пора к столу. Кусочек мяска берем, Ага. хлебушек. У кочевого образа жизни есть один недостаток. Потому что если внезапно пошел дождь, а ты-то по-прежнему кочевник. Ну да. Прекрасное мясо. Когда на природе вот готовишь, вот мы замечаем, это все естественно и все вкусно. Да. Она вот дает человеку прикосновение к прошлому. И кажется, что ничего вкуснее в жизни не ел. Видимо, вот эти упражнения, знаете, когда тебя берут в плен, волокут и даже дождь. Все добавляет свою нотку к этой магии вкуса. Кочевники ели то, что нам давала природа. Ну, у нас в основном это Мясо. баранина мясо, да, мы ели. Конина. Конина. И Вот. Ну, говядина. говядина пришло попозже, и рыбка, которая здесь водится. Свежее мясо, свежий воздух, подальше от суеты, подальше от смога, подальше от проблем. Да, история и природа – великолепные источники магии вкуса. Помимо привычных баранов и лошадей, по Кыргызстану бродят стада животных, которых не каждый видел даже в зоопарке. Смотрите, это яки. Яки очень милы. Во-первых, они бесстрашные. Даже волка не боятся. То есть, когда приходит волк, яки становятся в круг и защищаются достаточно успешно. Но вот жару они не любят. Чем теплее становится,
тем выше поднимаются яки. И прям, знаете, вот туда, до самого ледника доходят. В отличие от коров, яки, они не мычат, они издают такие смешные звуки. Я попробую дать вам послушать. Больше всего это напоминает хрюканье. Ходят так, похрюкивают. Кстати, людям это нравится. Но они как так. Да, точно. Точно вот такой производ. Да. Что интересно, действительно, да. Вот это необычно. Они хрюкают. Вот мужчина умеет. Но, конечно, шерсть у них великолепная. Великолепная. И вообще сейчас яков стало больше. Знаете почему? Их не надо кормить. Як – это находка для пастуха. В буквальном смысле. И летом, и зимой они сами добывают себе пропитание. Формально эти яки считаются полудикими. Но они сами думают, что они полностью дикие. Так как на людей им абсолютно наплевать. Они от людей ничего не ждут и ничего не требуют. Мясо яка – настоящий деликатес. Гульмира, я сегодня гнался за яком. Ага. Но як, он как горизонт. Он все время где-то там. Я так и не понял, насколько они велики. Як вот такой? Нет, Еще выше? нет, ниже. Это как бы домашнее животное, но только оно дикое. Живут они в горах. Мясо яка очень питательное, там много очень микроэлементов. На высоте 2700, начиная, до 5000 могут гулять в горах. И едят только горные травы. За счет этого их мясо очень полезно. Гульмира знает, о чем говорит. Она специалист по экологии, преподавала этот предмет в институте. На такой высоте просто природа чистая, потому что человек туда редко Нет, добирается. редко добирается. Не все добираются. Домашнее животное там не приспособлено только якам. Мясо яка дает темный цвет. Сразу можно отличить диетическое. Он не очень такое жирное. Вот скажем, Еще гонюсь холодно. я за яком. И он, и я, мы оба находимся в движении, и оба становимся отчасти диетическими, да? Из мяса яка можно приготовить курдак. Это национальное кыргызское блюдо. Куруп. Это как бы жарить. Жареное уже. мясо. Но чтобы мясо еще вкуснее было, мы добавляем лучок и картошечку. Это вообще супер еда. Казан возьмем, прожарим мясо, добавим картошку. Это будет на естественном огне. На живом огне. Мясо почему вкуснее? Потому что здесь выращивают все на своих полях, сено свое, ячмень свое, без химикатов. В каждом регионе вода отдельная. Когда ешь много мяса, начинаешь Уже? разбираться в оттенках. Да, В оттенках. не в оттенках, а даже в вкусах можно разобраться. В вкусах. То есть нас ждет настоящая дегустация. Сочетание достаточно привычных продуктов и очень непривычного мяса як. Пировать будем в киргизской юрте. Раньше киргиз проводил в такой всю жизнь, от колыбели до гроба. Верхний элемент купола, круглое отверстие тюндрюк, даже изображен на государственном флаге. Юрта – символ, но при этом и удивительно практичная вещь. Их и сейчас используют по прямому назначению, скажем, пастухи. Ничего лучше для кочевой жизни не придумаешь. Мы кочевой народ, всю жизнь ели мясо. Такой высокогорье жить невозможно с одним огурцом. Будем пасти яков и будем все равно есть мясо. Бешпармак, курдак – это первая главная еда. Все связано с мясом. У нас почти вегетарианских еды очень мало. Мы, могу сказать, мясоеды хорошие. Киргизская традиционная кухня определенно одна из самых мясных в мире. Мы не можем без мяса. Овощи по-прежнему здесь на вторых ролях. Мы должны употреблять мясо. Нет, даже на третьих. Блюдо, оно как будто бы золотистое. Как потом не есть такое мясо? Оно отличается от говядины, от баранины, Мгм. но не очень сильно. Качественное мясо с какой-то своей ноткой. В Кыргызстане очень много полезных трав. И як сам себя приправляет, пока Да. ходит. Да. Потому что оно подойдет вот любому. Очень низкий, как это сейчас говорят, порог вхождения. Я люблю такие блюда, которые вот сразу тебе подходят. Ты понимаешь, что от голода ты точно не умрешь, а скорее всего здесь, в Кыргызстане, прибавишь.
Мясо на здешних столах всегда, каждый день. Законным образом возникает вопрос, как сделать мясную диету разнообразной? Конечно, кулинарные приемы. Допустим, возьмем и закопаем баранину под землю. Интересно, что получится? Получится кулинарный эпос Таш-Кардо. 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 Блюдо настолько эпичное, что разговаривать о нем следует как о кыне древности, под музыку. Ну вот. И теперь мы, совсем как сказители седой старины, поведаем вам историю Таш-Кардо. Кыргызы в основном предпочитали в еде простоту, калорийность. Объем еще. Да. Побольше, чтобы жирное. Это блюдо именно охотников. Они, когда уходили на охоту, они с собой не брали никакую утварь, посуду никакую не брали. Шли, что-то подстрелили, дичь какую-то, или олень, или козла, замариновали заранее. И на следующей ночевке они делали это блюдо. Древний способ мариновки – это подручные горные, дикий чеснок, лук. И прекрасный способ приготовления. Рыли яму примерно метр глубиной, диаметром метр, обкладывали все это камнями и разжигали огонь примерно на несколько часов. Когда остается только уголь, потом на него подвешивали это мясо. И сверху накрывали ветками, листьями, потом накрывали землей. Яркий пример того, как суровая необходимость и даже бедность позволила появиться на свет новому кулинарному приему. Кыргызская философия поедания мяса, она всегда была за простоту. Мы кочевой народ, отсюда и вытекают вот эти все приготовления, Таш-Кардо в том числе. Все действо должно происходить в соответствии с обычаем. Чем человек почетнее, им давали определенные части. Если издревле дали какую-то не ту часть барана какому-то почетному гостю, это могло означать и вражду. Не худший повод для вражды, если вспомнить историю человечества. Таким образом, хозяин дома, он мог намекнуть на что-то или, наоборот, показать почет и уважение. Что мы даем аксакалу? Это, получается, тазобедренная часть. Вот это, да? Да. Джамбаш. В некоторых регионах Кыргызстана дают еще и голову. То есть голову в придачу. Конец позвоночника, хвостовая часть, вот это, она выдается для женщины. Самой почетной женщине. Младшим детям уже дают позвонки. Позвонки. Пусть грызут. Да, У них, да. кстати, зубы в порядке, в отличие от аксакалов. Всего баран делится на 12 частей. При помощи этого блюда Таш-Кардо можно не только насытиться, да, но и узнать, какое место ты занимаешь в иерархии. Сегодня мне случайно досталось довольно приличное место в иерархии гостей, поскольку я единственный гость. Любопытно, что в определенный момент Таш-Кардо практически вышел из обихода. Да, это очень древний рецепт. Готовка в яме. Земляные очаги я видел во многих местах, начиная от Кипра, заканчивая Марианскими островами. Но этот метод необычайно трудоемкий. Яма все-таки. А во-вторых, так нельзя приготовить ножку. Нужно готовить целую тушу. Поэтому о Таш-Кардо стали забывать. Хотя блюдо это всегда ценилось. Говорят, что его, например, очень любил Чингис Айтматов. Но затем, относительно недавно, киргизские повара вновь вернулись к Таш-Кардо. И сейчас это блюдо набирает популярность. И это прекрасно, потому что каждая такая встреча – радость. Мясо настолько популярно в Кыргызстане, что даже десерты выдержаны в мясном, так сказать, духе. Манты? Манты. Ольга, вы хотите сказать, что это не настоящие манты? То есть это манты, но они не манты? Однозначно это манты, но не манты. Кажется, вы меня дурачите. Я думаю, стоит попробовать. Хорошо. Угу. Видите? Ну манты же. Но на поверку шоколад. Шоколад.
Что заставило вас маскировать шоколадные манты под обычные? Идея создать что-то необычное. И в Кыргызстане мы начали заниматься шоколадом ручной работы. Эти конфеты могу я взять? Конечно. Они выглядят очень по-восточному, они как будто бы драгоценности. Честно говоря, я думаю, ими можно расплачиваться. Это немножко напоминает кусочек золота, потому что в наших краях очень много золота, особенно в горных реках. Ольга, вам точно места известны, где они закапывали и сколько золота? Это тоже какая-то драгоценность, смотрите-ка. Да, напоминает такую некую древнюю брошь. Вот, честно говоря, можно украсить свою особу такой конфетой. Это грецкий орех, да, который растет у нас здесь. Плюс молочный шоколад и темный. Ну и, соответственно, немножко золота. Никогда не помешает. Ведь мы же все-таки восточные люди. Самое вкусное, что растет у нас, мы делаем еще вкуснее. Добавляем шоколад. Что у нас есть? У нас есть тесто, шоколадное тесто и начинка. Здесь есть орешки, чернослив, печеница. Все эти ингредиенты можно уже прям сразу есть, без всего. Отделяйте вот такой кусочек. У нас манты лепят все. Садятся вечером. Основа орех, курага. Сейчас все очень полюбили финики. Делаем из того, что растет на нашей прекрасной земле. Я думаю, что древние кочевники не ели десертов, они были воинами. А воин должен быть суров. А десерт — это всегда все-таки некоторая слабость. Я утратил, между прочим, уверенность в себе, потому что вы надо мной насмехаетесь. Меня очень интригует этот барашек. Угу. Он съедобный? Он съедобный. И камни тоже наверняка. И камни несъедобные. Ну, барашек-то съедобный? Запалим барашка. Никогда я такого не делал. Вау! Вот это трюк. Можно его есть? Начнем. Я знал, что я, конечно, в Кыргызстане попробую барашка, но не думал, что такого. Голову оставляют самым почетным гостям. Да, традиции киргизской кухни распространяются и на шоколадные десерты. Голова барана достается почетному, в нашем случае единственному гостю. И уж эту голову я съем с удовольствием. Но чем прикажете питаться в Кыргызстане человеку, который не любит мясо? Пусть требует чим-чиму. Название происходит от слова «щипать». Чимчима. Чимчима. Чимчима — это вот так вот, да? Да. Цап-царап. Да. Для чимчима идет традиционно это мясо. Это у нас баранина? Это говядина. Говядина. Да. Говядина это у нас. Так. Тесто. Тесто. Капуста. Капуста. Чимчима. Опа, смотрите, я могу и капусту сцапать. Да. Лук и сладкий перец. То у нас очень демократичное блюдо. То есть, если вы вегетарианец, мы исключаем оттуда, просто убираем мясо, а остальное все добавляем по сезону другие овощи. Баклажаны, кабачки и все такое. Получается уже вегетарианское блюдо. Да, но здесь, знаете, в Кыргызстане вы можете совсем убрать мясо, но все равно потом, когда вы откроете кастрюлю, вы обнаружите там несколько кусочков мяса и жир. А откуда берется, никто не знает. У нас посуда такая, она сама вот творит чудеса. Потребуется тесто, капуста, болгарский перец, лук, чеснок, зеленая фасоль, любые сезонные овощи и маленький кусочек говядины. Тесто, как для мантов, на воде, растительном масле и яйце тонко раскатываем. Нарезаем на ухватистые квадратики. Готовим на пару. В казане обжариваем мелко порезанные овощи и совсем маленький кусочек говядины, ведь блюдо-то вегетарианское. Сервируем. Чимчима. Берем кусочек теста, защипываем, чимчивыз, Чимчи. чимчивыз и отправляем в рот. И просто едим. Да, и просто едим. Как вкусно! Восхитительно. Очень вкусно.
как сочно. Чим-чима. Самое демократичное блюдо в мире. Супер. Такова магия вкуса Кыргызстана. Рецепты, чьи корни скрываются в пучине времени, удивительные блюда древнего кочевого народа и, конечно, мясо, мясо, мясо. До скорой встречи на моей планете.